На прошлой неделе, точнее 12 сентября, на 10-м километре Покровского тракта в дачном районе СОТ Министерства образования было обнаружено уникальное захоронение древнего человека. Совершенно случайно владелец участка Егор Захаров, выкапывая землю для столбов, наткнулся на человеческие останки. Мы находимся сейчас примерно в районе речевой школы, это 10-й километр Покровского тракта. Приблизительно в 200 метрах от ботанического сада Северо-Восточного федерального университета. Вот здесь, значит, буквально на днях было обнаружено еще одно погребение случайно. Тоже вот житель выкупил участок и, значит, при рытье ямы для столба наткнулся на человеческие кости. Он хорошо, что обратился в нужную инстанцию, позвонил археологам. Мы здесь, значит, провели раскопки спасательные. Интересно, да, вот обычно якутские погребения, они ориентируются головой на запад, там, лицом на восток, типа, да, как бы. А здесь другая ориентировка, головой лежит на север. Не знаю, с чем это связано, мы еще будем смотреть какие-то аналогии, да. Но здесь погребение совершено в колоде. Это выдолблено из цельного бревна. Видимо, значит, гроб такой, гробовина. Сверху крышкой там она закрыта. Это такая традиция, она во многих культурах встречается. Вот, в частности, о той же усть-талькинской культуре, о которой я говорю, там совершенно идентичные погребения в колодах. Погребение, видимо, женское. Пока точно утверждать не будем, но имеются украшения, значит, из меди. Это какие-то детали, значит, головного убора. Также, видимо, какие-то нашивные, значит, украшения на плечах, на груди. Также там нож интересный был обнаружен, который, в принципе, не похож на якутский. Поэтому есть предположение, что, может быть, это какие-то вот, либо монгольские, либо какие-то, что ли, корни, да? Считается, что вот один из прародителей якутского народа, Помогойбай, он происходил как бы из бурят. Поэтому, возможно, здесь вот находится такой. У нас это пока такая рабочая версия. Дальше исследования будут проводиться в лабораторных условиях. Современные технологии позволят нам узнать, кто была эта женщина, какой национальности, когда жила. Таким образом, нас ждут новые исторические факты о древней Якутии и о ее жителях. Специально для ЕСЯ Дмитрий Бестинов.